Добрый день! Сегодня мы в гостях у директора специализированной детской юношеской школы имени Валерия Петровича Киремясова, заслуженного работника физкультуры Республики Саха-Якутия, отличника физической культуры Российской Федерации Федота Архиповича Соловьева. И школа очень известна многочисленными чемпионами, детьми, которые постоянно завоевывают медали, показывают свои успехи. Вообще вы как человек, который уже 20 лет проработал в этой знаменитой школе директором, как вы можете объяснить тягу детей именно к вольной борьбе наших мальчиков? Наших молодых людей именно Якутии. Как таковое это развитие вольной борьбы в нашей республике считается с 1956 года. В этот год провели впервые в республике первенство города Якутска, затем первенство республики. Поэтому точка отсчета с этого времени идет. Тогда сразу проявили очень характер борцы, первая плеяда борцов. Это все понравилось нашему народу. Поэтому отсюда и популяризация началась. А если так посмотреть вглубже, вообще эта борьба, может быть, началась с тех времен, которых вообще никак можно перевести на точную дату. Народ создавался здесь, неизвестно же с какого времени, примерно эти века известно. И они, как только здесь начались свои улусы, позднее время, эти свои роды, они между собой начали проводить кое-какие состязания. Вначале это, по-видимому, было, как показывает история, они как-то овладевание земельными ресурсами, людскими ресурсами и прочее. Это значит, властвование пошло одного над другим. Это только на мой взгляд. Если вернемся к этому событию с 1956 года, почему именно так? До этого наши предки, не обязательно боролись по национальной борьбе Хапсагай. Здесь тоже зародилась определенные такие тенденции развития. Были кумиры своего народа. У каждого района, или тогда можно назвать до советской власти улуса, есть свои были богатыри, кумиры, непобедимые, победимые. И это передавалось из уст в уст поколения. Из поколения в поколение. И все это создавало такую атмосферу, что именно каждый ребенок пробовал себя. И я до сих пор уверен в том, что нет до сего времени человека, который в младшем, таком детском возрасте, не играя, не поборолся с собой. Или не поборолся, побороли его. Так. Они пробовали всегда, и у кого-то это оставалось в крови, кто-то рождается именно такими какими-то задатками, очень хорошими физическими данными, быстрый, ловкий. Естественно, такие ребята добивались успехов по национальной борьбе. И с 1956 года это международная борьба. Международная борьба вольная. И в этой борьбе проявили наши эти борцы первыми очень хорошие задатки. И уже в 1959 году появился первый мастер спорта Советского Союза Дмитрий Максимович Данилов. По его имени, памяти сейчас ежегодно проводится первенство республики среди юношей. Так, в 1962 году появился первый чемпион Российской Федерации Николай Антонович Гоголев. Впоследствии он стал профессором Якутского госуниверситета, очень знатным человеком. А потом пошли эти чемпионы России, как сказано, чемпионы Советского Союза. Потом в 1972 году
появился у нас олимпийский чемпион так, в лице Романа Михайловича. В 1976 году прошлого века там еще появились вот эти, появился чемпион Олимпийских игр Павел Павлович Пенигин. И Александр Николаевич стал серебряным призером. И тогда еще, вот это второй раз, Роман Михайлович тоже серебро завоевал. Вот видите, тогда они завоевали вот практически 3 медали. Итого у нас у народа Саха имеется 4 олимпийских медалей. До сих пор вот этого нет с 1976 года. Я вот на своем веку побывал вот достаточное количество, может быть, но особенно по ветеранам там и прочее, да и посмотрел вот эти крупные такие турниры, соревнования, и каждый раз убеждаюсь, что вольная борьба – это значит такой вид спорта, очень, который требует от человека вообще максимальной отдачи сил. И в последнее время здесь вмешиваются и другие факторы. Что это такое? Это значит другие вот эти, те факторы, которые испокон веков и другие вот эти народы, нации тоже своего рода борются. Конечно, я имею в виду допинг-контроль, но по вольной борьбе вот такого нету. Так что в последнее время эти медицинское обеспечение, обследование тому и прочее играет очень большую роль, мне кажется. Я вот видела, да, например, полностью выкладывается, да, во время вот борьбы, ну как бы один бой. Потом они вообще там, вижу, что сил даже нету, да, лежат вот борцы, а потом опять встают и опять идут бороться. Я, например, так посмотрела, я в день один раз, наверное, что-то сделаю, и потом целый день буду отдыхать. Это, видимо, это характер такой должен быть. Характер сильный. Здесь выносливость. Вот одна схватка с очень сильным человеком. Эта схватка может отобрать у тебя все. А кроме этого еще есть и другие же схватки, очень такие, которые не уступают даже вот той схватке, которую человек провел. И обязательно ему надо вот провести, выйти, выигрывать. Вот, поэтому это такой вид спорта, один из таких, но в то же время каким-то вот этим обладающий, притягивающий весь народ Саха. Из-за этого, может быть, из-за таких качеств, может быть. А вот в спорте есть, да, вот элементы везения? Наверное, тоже есть, да? Ну, всегда, везде все, что-то имеется, нельзя отрицать. И в жизни получается так, у кого-то везение идет. Ну, допустим, давайте посмотрим. В 80-м году Олимпийские игры проводились где? В Москве. А в 84-м году в Лос-Анджелес сборная СССР не поехала. Есть спортсмены, готовые там стать олимпийскими чемпионами. Были. Но вместо этого игры доброй воли проводились, они выиграли. Но олимпийские есть и олимпийские игры. А что, это не везение, что ли? Им не повезло. Они могли бы стать двукратным, трехкратным олимпийскими чемпионами, или кто-то еще олимпийским чемпионом. Вот в этом и вообще вот наподобие этого всегда имеется. Какой-то очень сильный борец, который в своем весе никому не уступает. А вдруг он по каким-либо причинам может и не участвовать. А тот, который был за ним, вторым, третьим, четвертым, он мог после этого стать олимпийским чемпионом. Вот. Очень хороший был борец. Ну и он, конечно, сейчас здравствует. Виктор Игуменов по греко-римской борьбе. Он был 5-кратным чемпионом мира по греко-римской, но олимпийским не стал. У него вот травмы последовали, какие-то вот эти были. Давайте вот по вольной борьбе этого дагестанца, нашего кумира надо взять. Он очень хорошо боролся. Тоже стал 5-кратным чемпионом, но олимпийским чемпионом тоже не стал. Киметей. Али Алиев. Из первой плеяды вот тех дагестанских борцов. Не мог он стать. А так равных на мировом первенстве не было у него. Вот так вот везение есть всегда.
А дети, когда вот слышат вот в вашей школе такие истории, да, ага, они сами вот психологически подковываются, да, или вот отдельно тоже воспитываете? Да, ну, здесь само собой, здесь работают тренеры, преподаватели с большим стажем, именитые есть. Ага. И те результаты, которые мы за все эти годы добились, само собой, каждого вот это, перед каждым уже какие-то цели, задачи ставит. Потому что маленький ребенок, идя сюда, занимается, уже знает. Ага, вот из этой школы, вот эти, здесь есть и наглядные вот эти пособия. Это уже вот этот впереди маяк, который перед каждым воспитанником стоит. Цели, да? Цели, задачи. Ага. Угуер. И вот они приходят, вот в последнее время я уже часто уже смотрю, здесь родители приводят, малышей вот сидят, после тренировки обратно вот этот домой везут. Вот они следят. Есть такие родители очень хорошие, хотят, чтобы их чадо, ребенок стал опять именитым, как и наши вот эти предыдущие выпускники, тому и прочее. Если вот сравнить, да, например, вы же, начиная с 85-го года, да, или 75-го года, вот работаете со школьниками. 76-го. 76-го. Ага. И можете уже сравнить вот нынешнее поколение и то поколение 80-х, 70-х годов, да? Отличия какие-нибудь есть среди желания детей, там, стремлений каких-то? Так, тяги к спорту. Я вот что скажу. Именно по городу Якутску, по тем необъятной нашей территории республики не могу судить, потому что я иногда там только ездил. Здесь в 1977 году впервые только зал борьбы построили. Практически там хорошего зала не было перед этим. Естественно, занимающихся очень мало. И вот далековато туда ездить. А теперь вот в городе Якутске вот наш спортзал есть, специализированный такой спортзал есть в кафедре Северо-Восточного федерального университета, есть в 33-й школе, есть в кадетской школе, есть в 21-й школе есть отдельные люди, начинают сами себе вот залы делать и эти тренировать. Так что возможностей много. Есть центр спортивной подготовки, в основном вот, центр в Триумфе, вот такой просторный такой дворец. И есть вот зал борьбы в училище Олимпийской резервы имени Романа Михайловича Дмитриева. Вот видите, там везде вот есть зал. И в Улусах, в районах тоже, говорит, очень такие условия создаются. В отличие от тем, что раньше дети как-то, может быть, из-за этого, из-за тесноты, что ли, там, или, может быть, такого вот, из-за неимения базы заниматься вот таких комплексно до 10-9 класса они не могли себя проявить. Потому что в младшем возрасте в каких-то вот этих залах занимались, а здесь надо обязательно, вот, надо иметь базу очень хорошую, чтобы именно отдельно только для ребят. И только тогда можно потренироваться до конца окончания средней школы. И вот в те годы мы боролись, малыши боролись немножко, а в старших возрастах мы были вообще свободными кругами на республиканских первенствах. А теперь картина изменилась. Мы практически лидеры по всем возрастным группам. Об этом все знают. 98 медалей завоевали. И по юношеским и молодежи возрастам, среди и включая девушек. У них тоже очень много медалей. Хочу поздравить от имени нашего журнала, от нашей команды Аяркут. Ага, у вас 23 февраля 70-летие было, да? И
Вообще хочется, вот, чтобы вы немножко поделились с нашими зрителями, как надо вот поддерживать свое физическое состояние. Может, у вас секреты какие-то есть, ежедневные какие-то. Вот некоторые там упражнения делают, там 5 тибетцев, что-то, вот какие-то комплексы. Так, ну вот, во-первых, спасибо за поздравления. Во-вторых, вот я не скрою, мне 70 исполнилось. И вот дружба со спортом, это мне многое дало. И самое главное, что поддержать свое это внутреннее физическое состояние, даже наружное вот такое, очень помогает, естественно, то знание, которое человек получил вот именно в стенах физкультурных образовательных учреждений. В юности я закончил педучилище, физкультурное отделение, 3 года здесь, 17-летним поступил, в 20 лет уже я был дипломированный учитель со средним специальным образованием физкультуры. Армия тоже помогает. А потом поступил в институт физкультуры. Ну, там досконально дают теоретическую подготовку о том, чтобы как поддержать себя. Человек знает, получает азы, допустим, может быть, по сравнению с теми, которые вот никто этим не соприкасался. Что такое вот физическое, как поддержать там и прочее. Ну, немножко вот это и есть, и сыграло. И самое главное, это образ жизни. Долголетний образ жизни. Я в настоящее время придерживаюсь вот этого правила, веду здоровый образ жизни. Ежедневная зарядка в течение минимум 30-40 минут, иногда за час выходит, прогулку на лыжах. Ну и на ковре балуюсь. Вот последние годы, вот, с 2012 года участвовал. Нет, еще в 96 году я впервые участвовал на чемпионате России, выиграл. Потом через 8 лет, второй раз, это значит в 2004 году, в 2004 году в Вяльсте выиграл. Потом еще 8 лет, в 2012 году выиграл. И в этом году я стал серебряным призером. А в перерывах между ними один раз на чемпионате мира был бронзовым, 3-м призером, 2 раза серебряным, и в 2015 году я выиграл первенство мира. Вот видите, поддерживаю. А в республике с 2012 года по ветеранам мы проводим. И, естественно, я каждый раз участвую и стал победителем среди ветеранов, мастеров ковра. Ну вот это все помогает, понимаете. И поддерживаем. Сами стараемся как-то показать пример. Здесь есть другой корифей, заслуженный тренер республики, тренер, двукратный чемпион мира Иннокентий Семенович Кочкин. Он тоже хорошо поддерживает. Вот недавно я сдал все нормативы ГТО на золотой значок. Ну, за это время я хочу еще подчеркнуть с теми, которые вот я просто о себе рассказываю. Я же поработал с людьми, с теми, которые вот эти бок о бок. Руководители были очень хорошие. Вот вначале вот был начальник ЛОПа Владислав, как его, Александрович Минеев. При помощи Романа Михайловича мы создали там Федерацию спортивной борьбы города Якутска. Он был первым президентом. Но поработал, потом как-то у него с работой не получилось. Пришлось ему сменить работу и уехать оттуда. Тогда нам и пришлось тоже сменить. И другие сидели. Вот Леонид Николаевич Владимиров был. Очень эффективно работал. Впервые проводил вот эти давно забытые чемпионат города Якутска среди взрослых. Ну, там и прочее. Заложил основу создания этой спортивной школы. Как только Михальчук Илья Филиппович стал мэром города Якутска, он исполнил свое обещание и открыл спортивную школу. Первым специализированную такую школу в республике практически. И с тех пор мы здесь существуем, обитаем. И через 3 года, в 2001 году, он здесь, вот этот заброшенный котельный вот этого здания переоборудовали после капитального ремонта под спортивный зал. И отсюда и результаты пошли. Ну а потом кто был? Потом был Юрий Петрович Баишев, народный депутат. А его сменил вот Арсений Сергеевич Николаев с 2012 года. И по
до избрания его, до 18 года. Именно в эти годы мы вот эти практически вот очень хорошие результаты добились. У вас есть федерация же, да? Ага. Идеи, наверное, развития оттуда идут, да? Ну вот вы же собираетесь, вот, обсуждаете. Почему мы тогда открыли в 90-м году федерацию? На истоке, конечно, я стоял, я упомянул имя Романа Михайловича, потому что мы с ним были в поездке в Заречные Улусы. И тогда разговорились. Времена другие, очень не те пошли, денег нет как. Ну тогда вот общественный совет, это объединение людей федерации, общественное, единой целью прикованные. Могут что-то делать. И вот он подсказал начальника ЛОРПа. Мы к нему пришли. Вот он в первое время нам помог вот это участвовать нескольким отдельным ребятам на первенстве России немножко. И другие что-то сделал. И другие тоже что-то вынесли. Каждый вот этот руководитель, когда вот это, ну допустим, вот Михальчук школу же открыл, еще там и прочее. И у Юрия Петровича было, мы в его время стали школа Олимпийской резерва, и в то же время подняли питание вот тех отдельных хороших ребят до уровня соответствующего олимпийскому. Ну и еще и было другое. И, естественно, у Арсения Сергеевича были для спортсменов эти премиальные, те, которые в Улусах делаются, да, которые они попадают в состав сборной своего Улуса там и прочее, получают определенные вот такие. У него до этого не было, а город сделал тоже своим. Выделение земельных участков отдельным спортсменам, премиальные при победе этих Тарского, там то же самое там для отдельных, те, которые выигрывают, вот допустим, такими как чемпионат Азии, Лазарев воспользовался, Андрей тоже воспользовался. Вот такие сдвиги были. А так вот это рассказываете, уже явно видно, да, что сначала вот единомышленникам надо собраться, да, а потом все вот это надо, вот, начинает разрастаться. Да, это там не один человек, там несколько людей, понимаете, и вот они каждый подают свои вот эти какие-то лепты в развитии. Один кто-то автомобилем может помочь, транспортным средством, другой может денежными средствами может помочь, понимаете? И вот так идет, жизнь вот так идет. А так, ну, помимо работы и помимо хобби, насчет семейного отдыха, что вы предпочитаете, вообще как проводите свободное время? Свободное время? Ну вот, свободное как? Ну, в свободное время я постараюсь ходить иногда, вот, ну не всегда получается. Театр, ну в кино практически в последние годы не хожу. Под телевизор заменяет все это. Телевизор по передачам. Ну, в театр мы ходим. Моя супруга пишет, она издает книги, очень ничего, почитаемые вот такие книги. Тоже творческий человек. Вот так мы проводим время. Сын, единственный сын у меня, он уже семейный давно человек, кандидат политических наук, лектор Высшей школы инновационного менеджмента при республике. Да, двое внучат у меня. Все достаточно хорошо, нормально себя чувствую. Ладно, спасибо вам за откровенный разговор. Мы еще напишем в журнале ваши более такие глубокие философские мысли. Так что следите еще за вторым выпуском нашего журнала «Аиркут». Спасибо вам.